выставка называется «Свияжская эпоха перемен, 1920-е годы». Ну, в названии, как вы понимаете, обыгрывается известная китайская пословица. Но для Свияжска, как и для всей страны, 20-е годы – это годы перемен, но именно для Свияжска это годы совершенно особых перемен, которые Свияжск переживал по-своему. О чем я говорю, наверное, Елена Ивановна Карташова, наш заместитель по науке музей-заповедник Остров-Град-Свияжск, вам расскажет более подробно. Во всяком случае, мне кажется, что с этой выставкой полезно будет многим познакомиться. Многие процессы, которые сегодня у нас в обществе происходят, они берут начало в том числе и в 20-е годы. И, конечно, этот период, безусловно, необходимо изучать не только с такой ретроспективно-исторической целью, но прежде всего для того, чтобы понять нашу сегодняшнюю жизнь, те процессы, которые мы и наше государство переживает сегодня. Сейчас я хотел бы предоставить слово Елене Ивановне Карташовой, но перед этим еще хочу поблагодарить всех наших коллег, работников нашего музея, которые принимали участие в создании выставки, дизайнеров, наших партнеров, которые предоставили экспонаты для этой выставки, и прежде всего нашего постоянного друга, библиотеку Казанского федерального университета. Елена Ивановна, вам слово. Спасибо. Ну, с этого же я хочу и продолжить. Действительно, представить тех, кто участвовал непосредственно в создании этой выставки. Это сотрудники экспозиционно-выставочного отдела нашего музея. Они вот здесь присутствуют. Елена Манякова, тут же ушла, заведующая отделом Марина Сорокина. Здесь находится художник-дизайнер Ксения Шачнева. Вот. И, конечно, сотрудники фондов нашего музея, да, которые реставраторы также нашего музея, такой ряд важных экспонатов, которые представлены на этой выставке, они прошли такую подготовительную, да, работу, подготовку к экспонированию и прошли реставрационные работы. Ну и вот уже было сказано, да, что на выставке представлены экспонаты из фондов нашего музея и из фондов библиотеки Казанского университета. Это имеется в виду подлинные экспонаты. Но также, так вы уже ходили, да, по выставке, видели, что ряд экспонатов – это копии документов, их здесь довольно много представлено. Это материалы Государственного архива Республики Татарстан. Ну, здесь присутствует, да, много сотрудников целой делегации из Национального музея Республики Татарстан. Мы всегда рады видеть, да, и Национальный музей наш тоже относится к числу наших постоянных партнеров. Вот, и в фондах Национального музея также есть подлинные материалы, относящиеся к Свияжскому и Свияжскому кантону в 20-е годы. Но учитывая вот ситуацию, да, в Национальном музее в этом году, то есть имеется в виду подготовка стационарной экспозиции прежде всего, да, то есть мы это поняли, и поэтому не стали обращаться в Национальный музей, хотя, безусловно, эти экспонаты, эти источники, они также очень важны. Вот. Но что касается этой выставки, она, в общем-то, продолжает серию выставок, таких документально-исторических, которые связанных, ну, с эпохой, которая, ну, преемственной, да, является, то есть советским временем, начиная с революции 17-го года, в 2017 году, когда было столетие революции,
У нас была выставка, посвященная этому, затем 18-й год, столетия событий гражданской войны. Также у нас была документальная историческая выставка. И вот эта выставка, она, безусловно, продолжает эту тему. Она посвящена, ну, так же, как и очень многие мероприятия этого года, столетию образования ТАССР, да, то есть это, безусловно, знаковое событие. Вот. Ну, а для нас вот это, ну, серия, даже так можно сказать, да, и, кстати, в этом году еще у нас была выставка вот такая виртуальная, да, посвященная периоду Великой Отечественной войны. То есть мы для себя и для публики, безусловно, да, для исследователей, для всех интересующихся, для туристов, открываем и Свияжск в 20 веке. Конечно, многие страницы, события истории Свияжска в это время, они и ранее были известны, они представлены в наших стационарных экспозициях. Но вот это более глубокое погружение в каждый период, в каждую значимую эпоху открывает совершенно новые грани. И вот 20-е годы, они тоже во многом несут такие открытия, потому что, и как эта выставка это показывает, ее содержание, что, с одной стороны, шли процессы разрушительные, ну, имеется в виду по отношению к Свияжску, к его основе, да, то есть одной из его важнейших основ, то есть церковной монастырской жизни и проблемы, связанные с наследием, да, и начало истории вот тюремных, таких закрытых учреждений в Свияжске, да, то есть это относится к 20-м годам. И это представлено, безусловно, это представлено на выставке, нарастает по уже хронологии, да, к концу 20-х годов. Но в то же время эта выставка открывает, ее материалы открывает и Свияжск развивающийся, потому что когда Свияжск стал кантонным центром, то он развивался таким образом, да, то есть развивалась общественная, культурная жизнь, то есть вот та энергия новой жизни, которая при всех сложностях, да, революция вдохнула, да, то есть вот эти события вдохнула в общество, вызвала как бы новые силы, новых людей на поверхность. То есть это в Свияжске тоже происходило, но, к сожалению, тоже это было прервано уже вот в конце 20-х, начале 30-х годов, потому что и по параметрам социально-экономическим, количеству населения, и опять-таки своей вот этой очень выпирающий, можно сказать, на поверхность церковно-монастырской жизни. То есть он не вписывался вот в этот уж такой классический образ советского города. И вот поэтому завершение событий, ну, этого периода, это то, что районный, да, уже тогда районный центр переходит в Верхний Услон в 1931 году, а в 1932 году упраздняется статус города у Свияжска. Вот, ну и происходит активное уже физическое разрушение его храмов, уже закрытые его монастыри. То есть наступает новый этап. Но и это, как вот тоже и содержание выставки показывает, и, ну, как бы, то, что осталось за ее пределами, потому что очень много, конечно, документальных материалов. И это также не означало окончание существования Свияжска. То есть это было вступление в новый этап. То есть очень тяжелый, но в котором тоже продолжалась жизнь. То есть она всегда продолжалась, и поэтому каждый новый этап истории Свияжска действительно очень интересен. Что касается экспозиционного решения, то вот, безусловно, проблемой, но всегда, да, для таких выставок является, и особенно в нашем музее молодом, да, образованном в 2009 году, конечно, подлинных материалов, вещевых особенно, да,
материалов, относящихся вот к предыдущим периодам, в том числе к 20-м годам, исключительно мало, почти нет. Ну и кроме того, все-таки моменты, да, то есть через их содержание. И поэтому вот задачи выставки и нас как разработчиков содержания и, конечно, художников, дизайнеров, Ксения, и там еще на первоначальном этапе у нас еще был московский художник Ваня Болден, который, в общем, идея, да, такая основная, что ли, или там начальная, скорее, идея художественной концепции выставки принадлежит. То есть вот основной задачей было именно сохранить эту документальную основу, повествовательность. То есть мы не скрываем этого. Эта выставка повествовательная. Безусловно, ее надо не только смотреть, но и читать, да, то, что и тексты документов, и хронология, и то, что вынесено из там, дневников. Вот. Но постарались сделать это художественно, выделить акценты для того, чтобы это воспринималось, и для того, чтобы хотелось смотреть и прочитывать эту выставку. Ну, а подлинные материалы, они включены и вот это, так сказать, вертикальное, да, экспозиционное пространство. И, конечно, вот книги, ряд документов, такие знаки эпохи, они представлены в витринах. И что здесь, на что еще хочу обратить внимание, ну, когда вы смотрели, я думаю, вы это уже увидели, то, что вообще по стенам, да, идет хроника, разворачивается от 20 до 32 года, то есть, ну, 32 год, потому что это вот год, как бы, когда окончание городской истории Свияжска, да, то есть, ну, когда упраздняется статус города, 20-е, соответственно, образование республики и Свияжского кантона. Вот. Но эта хронология, то есть такая как бы река, да, времени, она делится на входящие в нее потоки, идущие параллельно, пересекающиеся. И вот выделены такие основные линии, есть такая некая инструкция, да, здесь на входе, как смотреть эту выставку, то есть это линия таких основных государственных событий, это идеология и культура, это вот религия и церковная жизнь, это дети и образование. Там, почему эта тема выделяется отдельно, в связи, в общем-то, со спецификой истории Свияжска, потому что с 20-х годов здесь появились детские учреждения, детские дома, потом уже вот колония для несовершеннолетних, да, то есть вообще детские учреждения в Свияжске в 20 веке это такая, ну, большая история, она продолжается затем и дальше. Вот. Ну и выделена еще одна линия, такая совершенно особенная, это дневники Александра Артемьева, поэтому он тоже представлен в самом начале выставки. Вообще Александр Артемьев, ну, в 20-е годы, он житель Казани, он педагог, ученый, но в то же время очень тесно связанный со Свияжском, то есть отсюда здесь живут родители его жены, и здесь вот есть этот дом, куда Александр Артемьев очень часто приезжает и очень подробно отражает события, ну, и жизни Казани, страны, и жизни Свияжска в своем дневнике, в котором он педантично записывает и какие-то бытовые подробности, но в то же время и высказывает отношение к происходящим событиям. И вот такой оранжевой линией это выделено, представлены некоторые, можно вот видеть, как выглядят, вернее, дневники Артемьева, они хранятся в фондах нашего музея, такие небольшие тетрадочки мелким почерком исписаны, и вот несколько подлинников представлены в экспозиции из этого комплекса, ну и фрагменты, которые относятся к таким вот, ну, каким-то вехам, да, значимым году,
к вскрытию мощей свидетеля Германа, отклик на смерть Ленина, ну и так далее. Да? То есть вот таким образом большая история, то есть России, ну, Советского Союза, да, Свияжска, вернее, ТССР, Свияжска, все это соединяется, да, пересекается, и поэтому, ну, создается такой образ, да, этих событий многогранный. Вот, таким вот образом, ну, если это как бы в целом, да, я в чем-то рассказала о содержании выставки, хочу просто обратить внимание на какие-то наиболее, может быть, интересные подлинные экспонаты. То есть, ну, вот можно здесь видеть в первой витрине издания из научной библиотеки Казанского университета, связанное с образованием республики, с ее юбилеями в 20-е годы. Конечно, на выставке представлены и материалы, связанные с изучением культурного наследия, памятников Свияжска. Это журнал, один из номеров казанского журнала «Музейный вестник». Это работа Дульского о художнике Лукомском. То есть и в Казанском музейном вестнике были материалы о Свияжске, помещались. И среди работ Лукомского были здесь представлено, это как раз вот можно видеть и зарисовки Свияжска. В нескольких местах на стенах можно видеть денежные знаки бумажные. Уже мы их представляем на выставке, имейте в виду эту коллекцию нумизматическую, третий раз, наверное, но вот в этих документально-исторических выставках второй раз уже точно. Это коллекция такая большая, интересная, художника частная коллекция художника Евгения Николаевича Артамонова, точнее говоря, его отца, художника, также художника Николая Степановича Артамонова, вот, который собирал боны. И вот Евгений Николаевич, к которому перешла эта коллекция, нам ее уже представляют несколько раз на выставке. И вот эти боны, они показаны, ну, так же, как все остальное. Здесь все идет чисто по хронологии. И можно видеть, как, ну, естественно, что денежные знаки, они отражали, да, социально-экономические их развитие и денежное обращение, социально-экономические проблемы развития. И вот можно видеть, как меняются номиналы, затем уже новые деньги после реформы 1922 года. Вот, то есть это также входит в число исторических, важных исторических источников. Далее в связи с такой планировкой зала есть, конечно, трудно очень четко, да, так проследить хронологию, и поэтому здесь мы видим на стенах материалы, уже относящиеся к 23-24 году, но идут и более поздние, так как бы движение экспедиционное идет по кругу. Ну и, собственно, для экскурсантов не выстраивается, давайте проходим дальше, не выстраивается, вернее, мы не навязываем такой обязательный маршрут, то есть с 20-го, да, по 32-й можно идти из 32-го по 20-й, вот, то есть постепенно все равно понимание вот этого процесса временного приходит. И один из таких ну, знаковых, конечно, экспонатов из фондов нашего музея — это вот объявление, да, газетное, которое было специально выпущено газетой «Известия» о кончине Владимира Ильича Ленина. И вот здесь можно видеть в этой витрине как раз соотносящуюся с этим документом книгу, изданную в
тоже в связи с вот этими прощальными траурными церемониями, такое издание, в которое вошли публикации и делегации, которые присутствовали на похоронах, и фотографии венков, которые эти делегации привозили с собой, приносили к этим мероприятиям. И вот здесь вот открыто как раз на развороте венок от делегации ТССР. И ну, далее, здесь уже в этом зале, я не буду, да, естественно, подробно по годам рассказывать, потому что я думаю, это, конечно, интереснее самостоятельно смотреть. То есть идут события уже с 24 года по 31. И вот в этот период, да, то есть уже после смерти Ленина, то есть в больших таких исторических событиях идет нарастание борьбы вот этой партийной, в идеологии и в борьбе, да, за власть верхушки партии. В идеологии это развитие, внедрение, да, то есть марксистской идеологии и, конечно, вот нарастающее разрушение церковной жизни. Но в то же время, если смотреть вот на издания, да, которые представлены в витринах, здесь ну, на многое можно обращать внимание, на то, что как ярко отражается стиль, конструктивизм в полиграфии, да, и в то же время, как еще соседствуют при всех, ну, уже как бы расставленных идеологических акцентах, соседствуют проявления советской жизни, советской идеологии и еще легально существующей церковной культуры. Например, совершенно легально издавались календари церковные, а в светских календарях, в том числе и, там, например, календарь коммуниста тоже представлен, можно увидеть, что официальными выходными днями оставались еще Рождество Христово, Пасха, понятно, воскресенье, но еще ряд таких важных церковных праздников, которые в царской России были такими вот, ну, выходными днями, они также в 20-е годы еще оставались таковыми в советское время, несмотря на всю разворачивающуюся атеистическую пропаганду. Продолжается изучение наследия Свияжска. Вот здесь представлена брошюра, посвященная Успенскому собору архитектора исследователя Михаила Карпера. Это, ну, первое такое специальное исследование, посвященное архитектуре этого собора. И представляем мы тоже, здесь, правда, небольшое количество представлено изданий, в фондах музея нашего их больше. Представляем и те процессы, которые происходили в культуре республики, конечно, связанные с татарским языком, да, с тем, что он становится государственным, и в жизни Свияжска это, безусловно, тоже входит, да, то есть Свияжский кантонный центр, все документы, которые печатаются в 20-е годы, они обязательно имеют в своих формулярах и татарский, и русский языки. Ну, а как вы знаете, происходит смена шрифта с арабского на латинский, и здесь у нас вот издания представлены, которые это показывают. Вот. Ну, атеистическая литература становится таким очень крупным, да, направлением печати. И вот здесь у нас тоже представлены в витрине ряд книг, причем они, как правило, очень тоже ярко, даже если печатались, ну, как это часто было в 20-е годы, на газетной бумаге, не очень четким шрифтом, но, как правило, обложки или какие-то иллюстрации были очень яркими, очень броскими. Это представлено и вот книгами, ну и журналы некоторые, которые также здесь можно видеть, например, «Безбожник у станка», да, даже сам заголовок, он очень сразу производит сильное впечатление. Ну, а вот в этом экспозиционном
повествования, события из жизни Свияжска продолжаются, и среди них есть и забавные, среди них есть и те, которые очень интересно читать, да, то есть как происходили праздники, как ставились спектакли, ну и затем вот уже, к сожалению, да, конец 20-х, начало 30-х годов, это разрушение храмов. Ну, Успенский монастырь был закрыт уже в 23-м году, Иоанно-Предтеческий Женский в 29-м, и 30-й год, начальные годы, уже следующего десятилетия, это разрушение приходских храмов Свияжска во главе с Благовещенским собором. Ну, что-то, если не удавалось сохранить в подлинниках, да, то сохранялась фотография в зарисовках. И вот здесь можно увидеть фотографию печи из архимандритского корпуса Успенского монастыря. А рядом тут из фондов Национального музея Республики Татарстан копия представлена рисунка Дмитрия Архангельского, вот, печи, которую он видел в реальности. И этот рисунок у нас был на выставке в подлиннике, которая была посвящена самому Архангельскому, вернее, работе самого Архангельского в начале этого года, которая все-таки успела быть представлена публике перед начавшимися вот этими событиями. Вот. Ну и завершается это река времени 20-е годы, 31-32 год. И вот этот флаг, знамя, мимо которого мы уже проходили, относится к 31 году. Ну, с одной стороны, как бы прямого и благодаря своей такой зрелищности, качеству, да, исполнения, обращать на себя внимание является, безусловно, одним из ведущих экспонатов. Прямого отношения к Свияжску не имеет, но здесь как бы воплощается вообще сам образ эпохи, герб СССР. Но, кроме того, он был сделан, этот флаг был сделан по заказу организации Татдортранс, отделение которого было в Свияжске в конце 20-х, начале 30-х годов. Ну и 32 год – это вот окончание истории, постановление Президиума ЦИК от 1 февраля 32 года о том, что Свияжск был лишен статуса города и далее уже существовал в статусе села в составе Верхнеуслонского района. Каковым оставался до 90-х годов, но в 90-е годы был передан в Зеленодольский район. И статус продолжает оставаться таковым, административный, но тем не менее, Свияжск, естественно, остается историческим городом, достопримечательным местом и так далее. Вот. Ну и тоже, как вы уже видели, для того, чтобы можно было представить, как менялись границы, то вот в проекции дается карта, но схематическая, да, сначала как меняется граница ТСР, а затем следующий блок идет вот по уже Свияжской территории. И вот сейчас до этого дойдет. То есть, ну, я думаю, что, конечно, вы знаете, да, что, безусловно, на основе территории Казанской губернии была образована республика, но произошли довольно значительные территориальные изменения. То есть часть отошла от Казанской губернии, ну, там Чебоксарского уезда, Демьянского, некоторых других, где были созданы самостоятельные уже, да, субъекты. А с другой стороны произошло присоединение, то есть от Вятской губернии, Елабужский, да, район, затем от Самарской губернии, тоже вот юго-восточные районы. То есть происходили изменения. Вот что касается Свияжска, вот сейчас как раз до этого мы доходим.
Ну, собственно, с этим можно начинать и заканчивать. 2020 год – это Свияжский уезд сначала, потом уже с середины года Свияжский кантон. Это одни и те же, одна и та же территория практически, но только с очень небольшими изменениями. Но вот уже в середине 20-х годов начинается переход к районированию, и в 27 году, вот следующая как раз карта, вот вы видите, упраздняется Свияжский кантон, а появляется Свияжский район. То есть Свияжский кантон делится на 4 части, и та, которая ближе всего к Свияжску, она вот становится Свияжским районом. В 1931-м, как я уже говорила, те же границы, но переходят районный центр в Верхний Услон. И вот в таковом уже состоянии Свияжск находится до 90-х годов. Вот, это все, что я хотела сказать по выставке. Может быть, есть какие-то вопросы или мнения, которые вы хотите высказать? Пожалуйста. Замечания? Да, замечания. Все, что угодно. Проходите поближе. Ты что, наша благодарность хотя бы сказать Национальный музей? Ну, может, и это. Да, благодарим. И тем Национальный музей пригласили на выставку. Интересная тема, полезная. И очень, конечно, удобно изучать экспозицию благодаря вот этим умениям. Интересная структура, логическая. Я вот не вижу Веру Викторовну, где-то там или она вышла? Здесь она, здесь. Здесь. Вот хотелось бы, как сотрудника отдела истории, и, в общем-то, как говорится, знакомого с темой выразить, да. Ну, мне выставка понравилась. Проделана очень большая, кропотливая работа, как всегда. Это, конечно, характерно для Свияжского музея. Представлены подлинники из библиотеки Лобачевского. Вот. Вот это ход интересный, то, что вот эта вот работа с цифрами тоже интересно очень проделанная. Но единственное, как-то не хватает каких-то крупных увеличенных фотографий, вот как мне кажется, хотя бы там вот церкви именно Свияжского. Ну, мы сознательно, потому что это такой ход, он лежащий на поверхности, и мы не хотим обманывать нашего зрителя, что это что-то очень какая-то простая для восприятия тема такая. И этот слой такой простой, он, по большому счету, при обсуждении мы его намеренно исключили, она такая, может быть, в сторону академическую больше. То есть это сознательный уход от этого. Ну, в целом, зато здесь представлены именно подлинники, и документы, они показаны именно так, как вот они, размер подлинника, и фотографии, видимо, примерно такого же размера в подлиннике. Вот. Ну, то есть можно поздравить вас с большой проделанной работой и с открытием этой выставки. Спасибо. Ну что же, спасибо. Да, и вот ждем вас, конечно, на наших следующих